Итак, Владимир, мы с вами много изучали руны. Может быть, давай попробуем, напишем слово «перле», например. Эрле в руноскриптах читается справа налево и означает «перле». Первая руна в нем «пелеть» – понятие неба. Вторая руна «эс» – работа, то есть «неме». «Эш неме». Да. Третья руна «ыр», «ра», «солнце». Четвертая руна «лаих», «хороший». Пятая руна «ирдюзе», Ердюжи. руководитель. Все эти руны в руноскрипте описывают мироустройство великого Творца. Над нами вечное синее небо, над ним вечное солнце. Все эти описаны в руноскрипте Перле. Это получается вместе под одним небом, под единым солнцем и под руководством некого. Вот отсюда у нас сохранились выражения «сюльде тура хузя», «серживра патша хузя», «кельде арзин хузя». Как мы знаем, в гармоничной семье муж и жена дополняют друг друга. Мужчина отвечает за материальный достаток, а женщина за духовное. Только что говорили про солнце, как нас объединяет небо и солнце. Давайте напишем слово «солнце». Ну давай, я сейчас на память попробую воспроизвести. Вот дальше, по-моему, вот так. Потом «В». Так. Потом здесь, насколько я помню, уже «Е» вот в такой форме мы пишем, да? И, соответственно, «Л» у нас вот такая буква. В буквенном письме она пишется 5 рунами, 5 буквами, а слоговыми 3. Х, В мы знаем, и Л. То есть, получается, гласные как бы сокращаются. У современных чувашей, не только в Чувашской республике, и за пределами очень много сохранились артефакты руническими знаками, тамгами, то есть родовыми знаками. Вот, например, такая налоговая бирка – это уже с Национального музея. Такие же руны, руноскрипты хранятся в Чебоксарском районе, музее суварбулской культуры. Такие знаки довольно-таки много есть, в Аликовском районе сохранились. Надо нам изучать, популяризовать. Мы летом творческой группой ездили по всей Чувашии, побывали в старинных кладбищах и изучали эти тамги. Они до сих пор сохранились. В Татаре институт Маржани опубликовал все эти знаки. К сожалению, в Чувашии пока это не сделано, поэтому мы целое лето творческой группой их описывали, чтобы включить в книгу. Ну, слава богу, у нас древняя культура, древняя письменность сохранилась. Ну да, мы с вами, Владимир, за серию передач изучили в целом руны и даже вот научились писать отдельные слова. Ну и, несомненно, это только начало большого пути, пути очень важного для нашего народа. Я думаю, что мы и дальше, через нахождение вот такого рода артефактов, их изучение и фиксацию их в истории, будем и дальше изучать глубинную историю языка, нашего языка. Тем более 23 октября у нас День памяти Ивана Яковлевича Яковлева, человека, который сделал огромнейший вклад в развитие чувашского языка, создатель современного алфавита чувашского языка. И очевидно, то, что сегодня мы пишем, тот язык, на котором мы говорим, он, конечно, смог это, скажем так, перевести на современный лад и дать нам возможность развиваться. Но при этом очень важное значение имеет, конечно же, древний язык, рунический язык. И мы будем делать все с вами и включать все больше людей и в изучение, и в создание новых и книг, и методических материалов, которые будут давать знания о языке и развивать интерес к нему.